Отдых, совмещенный с творчеством на Черноморском побережье солнечной Абхазии. Так анонсировал Евразийский художественный союз, организованный им в нашей стране пленэр. В программе мастер-классы от начинающих художников до состоявшихся профессионалов, а также посещение достопримечательностей республики. Планируются творческие выезды в Сухум, Пицунду и Гагру. В рамках пленэра, который будет проходить 10 дней, состоятся две выставки. Первая открылась 22 сентября в Абхазском государственном университете. Лекцию мастер-класс провел заслуженный художник России Леонид Федорович. Евразийский художественный союз еще организация молодая, нам около 10 лет, но тем не менее очень активно, как говорится, пропагандирующее творчество как российских художников, так и художников со всего мира. Мы стараемся пропагандировать художников российских в других странах и наоборот, художников, приглашенных в Москву, в Россию, показываем и представляем их творчество для того, чтобы лучше найти мосты, объединяющие людей через культуру, через искусство. Это главная наша задача. На выставке представлены работы участников, которые они привезли с собой. Эти картины задают общий тон всему мероприятию. Каждый художник мог привезти и выставить 1-2 пейзажа, этюда, натюрморта или современную живопись. Все, что максимально отражает тему лета, солнца и отдыха. Мы постарались собрать коллекцию работ разных художников, от очень сильных профессионалов, заслуженных художников до любителей, но те, которые сильные, талантливые люди. И показать разные стили, от классики, до современной живописи, до авангарда, до абстракции. Часть работы уже выставлена в гостинице «Рица», часть в Государственном университете Абхазии. Для того, чтобы люди могли оторваться на минутку от своих дел и погрузиться в мир искусства, приобщиться к красоте, почувствовать другой взгляд на окружающую действительность глазами художника. Работы не только московских художников. У нас Евразийский союз – это разные города России плюс Азия. Здесь есть работа китайского художника, в Рице казахских художников, поэтому приходите, смотрите, наслаждайтесь. В рамках пленэра будет организована фотосъемка каждой работы и проведено онлайн-голосование членов профессионального жюри. Принять участие в выборе самых удачных работ смогут все желающие. Также есть возможность приобрести понравившуюся работу. После завершения пленэра будет организована еще одна экспозиция, которая дополнит данную выставку этюдами, написанными в рамках творческих поездок. Тогда и будет подведен итог голосования и объявлены победители. Хибла Хварцке, Заур Кварджа, Абхазское телевидение.